Доброе утро, наши дорогие телезрители, доброе утро, республика. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». И сегодня, в этот замечательный день, мы вместе с вами проснулись для того, чтобы сделать ваш день еще бодрее и, конечно же, начать с хорошего старта. И сегодня в студии работает Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. Наконец-то мы собрались в дружной компании, а то у нас не получалось состыковаться, но место встречи изменить нельзя, только в вашей дружной компании собрались. У нас для вас, как всегда, множество полезных советов, чтобы сохранить ваше здоровье. Поделимся последними новостями, расскажем о том, какая погода у нас сегодня за окном, поговорим с гостями, которые у нас сегодня специалисты МФЦ и расскажут нам о банкротстве. В общем, такой заряд бодрости, потому что закончим мы это все с зарядкой. То есть и полезно для здоровья, и интересно, и все это только у нас. Ну а также напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Утро Якутии», где на этой неделе мы задаем вопросы, связанные с играми «Дети Азии», и наши подписчики, телезрители получают вот такие вот замечательные подарки. Это термокружки на «Дети Азии», а также шоперы с символикой игр. Поэтому пока есть время, вы можете подписаться на наш телеграм-канал, если еще не подписаны. А вопрос мы зададим в течение сегодняшнего эфира. Ну а сейчас самое время узнать, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня 6-9 градусов ниже 0, в западной группе минус 8, минус 21. В южных холодно, 10-20 ниже 0. В Белюйской группе минус 5, минус 14. В Нижнеленских 9-18 градусов холода. На западе теплее, плюс 1, минус 7. В Колымо-Андигирской группе минус 18, минус 30. В Янске 7-29 градусов холода. На северо-западе 23-27 ниже 0. В городе Якутске в 6 часов утра 9 градусов мороза, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер южный 3,8 метров в секунду, но порывы достигнут 9-14 метров в секунду. А вот температура просто сказочная. 0 минус 2. У нас наступила весна? Практически, да. Ну что, мы достигли нулевой температуры, ну а продолжим мы темой жевательной резинки. Для многих она является незаменимым помощником, ведь она очищает полость рта, устраняет неприятный запах, стимулирует пищеварение, а некоторым даже помогает справиться со стрессом, но при этом длительное ее жевание может негативно сказаться на здоровье и привести к проблемам с суставами челюсти и зубами. Так сколько же по времени необходимо жевать резинку? Употребление жвачки стоит ограничивать 7-10 минутами. Постоянное жевание приводит к чрезмерному напряжению и утомлению мышц челюсти, что в конечном итоге может вызвать боли в челюсти, головные боли и даже стать причиной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, постоянное жевание жвачки может повредить эмаль зубов и привести к их износу. Также злоупотребление жевательной резинкой может негативно отразиться на пищеварении, так как оно стимулирует избыточное выделение желудочного сока, что может привести к повышенной кислотности и даже к раздражению слизистой оболочки желудка. Также специалист добавил, что частое жевание жвачки приводит к интенсивному механическому и химическому воздействию на слизистую оболочку рта и может вызвать ее раздражение. При умеренном использовании у большинства людей не возникает проблем со здоровьем. В общем, жвачка – это хорошо и весело, особенно если делать из нее пузыри, но нужно быть осторожным и все делать в меру. Я сейчас поймал себя на мысли, что я очень давно не жевал жвачку. А вот когда был студентом, прям действительно вот все противопоказания, которые сейчас были прочитаны нами, да. Не могу с тобой согласиться, потому что жвачку жую только вот при полетах, а сейчас с учетом брекетов вообще, к сожалению, это не получается. Вот, ну, я надеюсь, да, что наши советы были вам полезны, тем более, что далее у нас рубрика, которая действительно помогает оставаться здоровым, поддерживать свое здоровье. Бывают ситуации, когда прямо с утра день не ладится, иногда даже не то что лень, а просто встать с постели бывает больно. И речь пойдет о люмбаго, в народе называемом прострел. По данным медицинской статистики, около 80% людей на планете хотя бы раз испытали на себе прострел в спине. Что делать в таких случаях и как себе помочь, советует наш доктор. Доброе утро! Защемление нервов поясницы или люмбага вызывает острую боль в нижней части спины, которая может ограничивать движение.
Защемление нервов в пояснично-крестцовой области проявляется следующими симптомами. Это острая или поэтапно нарастающая боль в виде прострелов, пронизывающих спазмов или постоянный болевой синдром высокой интенсивности, эпизоды распространения боли в специальные кожные зоны, из которых все чувствительные нервы идут в один и тот же нервный корешок. Боли в пояснице часто сопутствуют боли в ноге. Причиной заболевания может быть напряжение мышц поясницы, если поднимать тяжести или долго стоять в неудобной позе, резкие телодвижения, переохлаждение или травма спины. По российским клиническим рекомендациям при возникновении такой ситуации необходимо предпринять следующие меры. В первые дни и часы после защемления важно соблюдать хотя бы постельный режим, избегая любых движений, усугубляющих болевые ощущения. Второе – это применение холода и тепла. На начальном этапе рекомендуется использовать холод, например, ледяные компрессы по 10 минут с перерывом по 30 минут раза 3 в течение первых 2 суток. А затем можно применять теплые сухие компрессы для расслабления мышц. Третье – это лекарственная терапия, которую обязательно назначает врач. Для облегчения боли и воспаления могут быть назначены нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты. Четвертое – это физиотерапия с учетом противопоказаний. После снижения острой боли рекомендуется начать лечебную физкультуру под руководством специалиста для укрепления мышечного корсета и предотвращения повторных защемлений. Пятое – это достаточно распространенное в наше время – это мануальная терапия и массаж. Это может быть полезно для улучшения кровообращения, снятия мышечного спазма и уменьшения боли. Шестое. Хирургическое вмешательство уже применяется в крайних случаях, когда консервативное лечение не приносит облегчения, наблюдается устойчивая боль или неврологические нарушения, может, конечно, потребоваться операция. Очень важно, что при первых признаках защемления нерва обратиться надо к врачу для подтверждения диагноза и назначения адекватного лечения. Самолечение может усугубить состояние и привести к дополнительным осложнениям. Будьте здоровы! Но даже если ничего не болит, мы бываем несколько заторможены с утра, потому что наш организм еще продолжает пребывать в состоянии покоя и сна. Требуется примерно 2-3 часа для того, чтобы окончательно проснуться. Процесс умывания помогает взбодриться, позволяя послать импульсы к нервным центрам. Однако полное пробуждение невозможно без работы суставов и мышц. А для этого нам нужна зарядка, поэтому прямо сейчас начинаем ее делать. Всем привет, дорогие телезрители! Сегодня мы начинаем наш день максимально заряженно. Сегодня мы сделаем функциональную тренировку. Наша цель – это поднять пульс до жиросжигания и удержать. Упражнения максимально легкие, просто повторяйте за мной. Итак, первое наше упражнение. Делаем удары в стороны. Левая, правая, левая, правая. Каждый раз выдыхаем. Выдох, 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 выдох. Выдох, 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 выдох. Ноги максимально высоко. Выдох, выдох. Есть. Следующее упражнение. Пинаем вперед. Выдох. Правая, левая, правая, левая, правая, левая. Поднимаем максимально высоко. Выдох, 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 выдох. Выдох. Так, и следующее наше упражнение, чуть усложненный вариант. Делаем шаг назад и пинок вперед. Левая, потом правая. Левая, пинок, потом правая. Дышим, спину держим прямо. Выдох. 20 секунд. И последнее. Молодцы. Так, и наше последнее упражнение – это планка на прямых руках. Мы прогибаемся, растягиваем пресс и при выдохе таз поднимаем. Растянули, выдох. Растянули, выдох. Растянули, выдох. Растянули, выдох. Молодцы. Давайте еще 3 раза. Раз, 2, 3. Все, давайте все вместе сделали вдох хорошенько и
выдох. Молодцы, похлопали друг другу. Всем удачного дня. Пока. Ну а продолжая тему спорта, летом этого года состоится в Якутске масштабное событие — 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». Юные спортсмены будут состязаться по 24 видам спорта. В связи с этим вы можете получить памятные подарки на термокружки и шоперы с символикой игр. И каждый день мы задаем вам вопрос, связанный с играми «Дети Азии». Прежде чем задать сегодняшний вопрос, хотелось бы подвести итог вчерашнего дня. Вопрос вчера был таким: сколько видов спорта вошли в программу 8-х международных игр «Дети Азии»? Правильный и очень полный ответ дала телезрительница Анна. И мы вас поздравляем, ваш шопер ждет вас. Ну, я думаю, все уже с нетерпением ждут следующего вопроса. Итак, вопрос сегодняшнего дня. Внимание на экран. Назовите символ первых игр «Дети Азии». Ответы ждем в телеграм-канале. Ну, пишите, подписывайтесь и давайте правильный ответ. Кто будет самым первым, получит вот такую замечательную кружку. Да, видели у нас ее на столе? Сейчас мы ее вам покажем поближе. Вот такая вот кружка. Смотрите, какая маленькая, хорошая и с очень красивой надписью. Да, очень стильная. Ну и, конечно, друзья, прямо сейчас уже вопрос продублирован в нашем телеграм-канале. Кстати, хотелось бы отметить, что очень активно наши телезрители, подписчики телеграм-канала участвуют в нашей викторине. Мне кажется, все еще с нетерпением ждут игр, потому что вчера пообщались с олимпийской чемпионкой, увидеть таких именитых спортсменов, с ними позаниматься, особенно нашим, да, спортсменам. Мне кажется, дети, особенно кто занимается спортом, вообще просто в восторге, потому что столько людей приехало. А меня больше всего еще, знаешь, впечатлил это хоккейный матч на фоне Ленских столбов. Мне кажется, это был вот самый красивый фон для хоккея. Это точно. Вообще в мире, я думаю. Ну а сейчас, друзья, давайте мы узнаем, какие новости актуальны к этой минуте. Слово передаем нашим коллегам. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Кабмин предложил расширить перечень данных о россиянах в едином регистре. Соответствующий законопроект предлагает дополнить перечень сведений о россиянах социально значимой информацией, данными о родительских правах, сведениями об опекунах и попечителях и дееспособности гражданина. Кроме того, предлагается добавить данные о виде на жительство за рубежом, водительском удостоверении, а также информацию о дактилоскопии для мигрантов. Глава Якутии провел заседание Президиума оперативного штаба по обеспечению экономического развития республики. Айсен Николаев подчеркнул важность оперативного принятия решений по подготовке к 8-м международным спортивным играм «Дети Азии» и своевременного ввода в эксплуатацию объектов социального назначения. Так, в этом году планируется ввод 18 школ всего на 5015 мест, 5 детских садов на 555 мест и 2 объектов дополнительного образования на 644 места. В республике будет построено не менее 705 тысяч квадратных метров жилья. Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Якутии продолжает работу по организации оказания бесплатной юридической помощи ветеранам боевых действий и членам семей погибших участников спецвоенной операции. Также могут обратиться и действующие военнослужащие и члены их семей. Подопечные обращаются по разным вопросам. Чаще всего приходят за содействием в оформлении документов, удостоверяющих статус ветерана, для получения выплат и предоставлению льгот, жилья, урегулирования задолженности и демобилизации военнослужащего. За время работы филиала фонда с 1 июня 2023 года юридическая помощь оказана более 300 подопечным. По состоянию на сегодняшний день, с января 2024 года, принято более 160 обращений граждан. Из них услугами адвокатов воспользовались более 130 человек. На прием к прокурору обратились более 30 человек. На площадке филиала фонда можно получить бесплатную юридическую помощь. В понедельник и среду прием ведет адвокат. И раз в месяц уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия.
250 конкурсантов приняли участие в 9-м региональном чемпионате Обилимпикс в Якутске. Участники соревнований – инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья. Они соревнуются друг с другом по 36 различным компетенциям. Они охватывают широкий спектр профессиональных навыков – от веб-дизайна до вязания спицами. Региональный чемпионат определит участников отборочных соревнований, где лучшие из лучших будут состязаться за выход в финал национального чемпионата Обилимпикс. Так, за право участвовать в финале в Якутском технологическом техникуме сервиса конкурсанты участвуют в выпечке хлебобулочных изделий. Ребята делают 3 конкурсных задания. То есть это хлебные палочки, сдобные изделия, халы и хлеб. То есть в течение 5 часов от начала старта до стопа они должны сделать 3 модуля, выставить на презентационный стол свои изделия и, значит, презентовать нам. И эксперты впоследствии, как остынут изделия, примерно через полчаса будут оценивать. Даты Великого Поста у православных верующих ежегодно меняются в зависимости от того, когда будет Пасха. В этом году пост начался 18 марта и заканчивается 4 мая. Пасха наступит 5 мая. Пост посвящен духовному очищению и единению с Богом и является самым строгим и долгим из всех многодневных постов. Нерюнгринские православные христиане, так же как и другие верующие по всему миру, отказываются от ряда продуктов и ограничивают себя в развлечениях, уделяя больше времени молитвам, причащению духовной жизни. Каждая неделя поста имеет свой религиозный смысл, название и традиции. Время Великого Поста – это не только время воздержания от какой-либо пищи, это прежде всего молитва, богослужение. И об этом говорят многие святые, многие подвижники церкви. Приведу цитату одного из подвижников, преподобного Марка Подвижника, который жил в IV веке. Он сказал, что молитва бессильна, если она не основана на посте, и пост бесплоден, если он не создан на молитве. Но от новостей переходим к действительности. В последнее время все больше людей сталкиваются с финансовыми трудностями, но есть способ избежать суда и решить проблему долгов. Речь идет о внесудебном банкротстве через МФЦ, о котором нам сегодня расскажет юрист-консульт первой категории Центра «Мои документы» Виктория Дмитриева. Виктория, доброе утро. Доброе утро. Виктория, расскажите, в чем главное отличие банкротства через МФЦ и через суд? Внесудебное банкротство, так называемое банкротство через МФЦ, отличается от судебного банкротства главным образом тем, что банкротство через МФЦ – это упрощенная процедура банкротства. То есть нет, скажем так, определенных процедур, да, внутри этой самой процедуры банкротства. И также оставшимися 2 главными отличиями является продолжительность процедуры, которая составляет 6 месяцев, да, четко 6 месяцев, в отличие от судебного банкротства, которое может затянуться на несколько лет, и также бесплатностью процедуры. То есть гражданин, который подает заявление на внесудебное банкротство, не оплачивает ни госпошлину, ни каких-то иных расходов не несет. Ну а как подтвердить, что вы нуждаетесь в этой процедуре? Всего существует 4 категории граждан, которые могут рассчитывать на внесудебное банкротство. Условно можно разделить ситуации, под которые может попасть в случае гражданина, на 2 блока. Да? Получается, первый блок – это когда производство уже завершено, то есть приставы пытались взыскать с человека деньги, да, по какому-то долгу, но не смогли в связи с отсутствием имущества. То есть гражданин идет как по категории «исполнительное производство завершено в связи с отсутствием имущества». В таком случае гражданину с такой категории не требуется дополнительно подтверждать свою категорию какими-то документами. То есть специалист МФЦ при обращении гражданина с такой категории проверит данные через банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. А второй блок – это когда взыскание продолжается. То есть взыскание не было завершено, и тут уже зависит, тут есть внутри 3 категории, зависит от сроков и от дохода, да, получается. Первая категория внутри этого условия – это взыскание продолжается уже 7 лет и более. В таком случае гражданину необходимо предоставить справку, которая подтверждает продолжительность взыскания. Такую справку можно получить у судебных приставов, либо в иной организации, которая осуществляет взыскание, да, доходов гражданина.
Вторая категория внутри этого условия – это, получается, взыскание продолжается год и более, и основной доход гражданина – это пенсия. Соответственно, он тоже представляет справку о продолжительности и справку, подтверждающую, что является получателем пенсии как основного дохода. И последняя категория – также взыскание продолжается более 1 года, и гражданин является получателем детского пособия, единого детского пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. И также представляет справку о продолжительности и о том, что является получателем такого дохода. Ну, получается, все категории, в общем-то, незащищенных граждан, то есть матери, которые по уходу сидят, пенсионеры, они подпадают под категорию, но также малоимущие, у которых не хватает дохода, чтобы погасить задолженность, я так понимаю, да? Ну да, если вот у них действительно не хватает дохода, да, и нет имущества, на которое можно было бы обратить взыскание в счет погашения задолженности, ну, у таких граждан чаще всего исполнительное производство взыскания все еще продолжается. Если они являются получателем такого дохода, то да, могут обратиться. А как проходит сама процедура банкротства через МФЦ? Получается, гражданин обращается в МФЦ в регионе по месту проживания или месту пребывания. Обращается с паспортом, да, с подтверждающими документами, если категория требует подтверждения. Да, и, соответственно, сначала публикуется проект сообщения, который недоступен, да, о том, что вот гражданин собирается условно банкротиться. А далее, получается, при отсутствии оснований для возврата ему такого заявления, да, например, он обратился раньше сроков, которым можно было бы обратиться после предыдущего банкротства или после, например, возврата, да, предыдущего заявления на банкротство. В таком случае уже в открытом доступе публикуются сведения о том, что гражданин собирается банкротиться. С этого момента должно пройти 6 месяцев, и если кредиторы, те люди, которым, получается, человек должен, да, не используют инструменты, которые дает им закон для того, чтобы перенести из внесудебного банкротства гражданина в судебное, да, по каким-то основаниям. В таком случае по истечении 6 месяцев гражданин условно ничего не делает, да, и по истечении 6 месяцев будет объявлен банкротом. Автоматически на платформе, которая называется «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве», ЕФРСБ по-другому. Но известно, что есть определенная категория, получается, задолженности, которая не подлежит списанию в рамках банкротства. Расскажите об этом подробнее. Ну, получается, прежде всего, это требования о взыскании алиментов, требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, требования о компенсации морального вреда. Также это бывают иные требования, которые тесно связаны с личностью кредитора. Также это требования, которые гражданин, когда он подает на банкротство, он заполняет список кредиторов, да, то есть указывает тех, кому он должен, что он должен и на каком основании, да, и сколько должен, соответственно. А те требования, которые он не указал в этом списке, они также не будут условно списаны, да. Долги по требованиям, которые он не будут списаны. И также хотелось бы отметить, что не будут списаны также долги по требованиям о возмещении ущерба, причиненного имуществу, умышленно или по грубой неосторожности. А каковы последствия внесудебного банкротства? Получается, гражданин, который был объявлен банкротом во внесудебном порядке, да, в течение 5 лет не может повторно обратиться с заявлением о своем банкротстве, и в течение срока от 3 до 10 лет не может занимать управляющую должность в юридическом лице. Но это зависит, например, от страховой организации, сроки больше, да, когда человек не может занимать такие должности руководящие, или в кредитных организациях, например. Ну, очень подробный ответ. Спасибо большое. Расскажите теперь, как гражданин может к вам обратиться, какие документы он должен взять, получается, что с собой взять, в какое время лучше подойти к специалисту? Так, обратиться в центр «Мои документы», получается, можно на консультацию путем личного обращения в офисы центра «Мои документы» и также дистанционно, например, через региональный центр телефонного обслуживания по номеру телефона 8 800 100 ровно 22 16. И также можно обратиться на консультацию, например, через социальные сети центра «Мои документы». С собой уже, например, на подачу заявления, если человек собирается, нужно будет взять обязательно, конечно, паспорт гражданина Российской Федерации, документы, подтверждающие категорию, да, для внесудебного банкротства, если требуется, да, по его категории документы. И, например, если человек обращается не лично, а через представителя, то нотариальная доверенность. Спасибо, очень подробно. Я надеюсь, что все
все поняли, все вынесли для себя. Ну, и долгов ни у кого не будет, что это просто останется полезной информацией. Да, ну вообще хотелось бы в это время года, да, в такую хорошую погоду, чтобы финансовых проблем было как можно меньше. Мы этого желаем нашим телезрителям. Ну и с каждым днем все ближе, самое любимое для многих время года — весна. Все ярче солнце, уже не обжигает ветер, хочется подольше прогуляться, сменить супер теплую зимнюю куртку. Ну и даже настроение меняется, хочется улыбаться прохожими, в голове непроизвольно крутится: весна идет, весне дорогу. Ну, 8 марта уже мы пережили, теперь ждем 1 мая. Активно к нему начинаем готовиться, поэтому мы вам сейчас расскажем, что такое весеннее настроение. Весна чувствуется? Конечно, сама природа, только вот на улицу выходишь, вообще замечательно. Сегодня-то вообще вот какая благодать. Из дома вышли, мы пойдем прогуляемся вокруг дома не коротким путем, а длинным. Весеннее настроение создают и афиши, приглашающие на концерты. Этот концерт так и называется «Весеннее настроение». Акации грозью душистые вновь ароматом полны. Вновь разливается песнь соловьиная в тихом сиянии Детская музыкальная школа в поселке Уснера обновленным составом педагогов дают уже не первый концерт для любителей музыки, параллельно рассказывая о музыкальных инструментах, исполнителях и композиторах. Где еще, как не на этой площадке, можно услышать в нашем поселке профессиональное исполнение Шопена или оперную арию? Я впервые посетила концерт музыкальной школы. В общем, мне понравилось, потому что мне показалось то, что были разнообразные номера. И в целом организация мне понравилась. В последнее время в музыкальной школе в нашей стали практиковать концерты, где участниками являются сами учителя музыки. Я получила огромное удовольствие, наслаждение, что у меня такое ощущение, как будто я посетила музыкальный театр. Вот еще у них большое достижение то, что их выпускники вернулись в эту школу и стали тоже преподавать уроки музыки и вокала. Это, я считаю, самое большое достижение. Значит, этой музыкальной школе быть. Прикоснувшись к прекрасному, стараешься подольше сохранить это взволнованное состояние души. Хотя, по большому счету, свое весеннее настроение каждый создает себе сам. У меня прекрасное настроение, потому что наступил месяц март. Замечательный месяц, когда потеплело, уже появилось солнышко, начинают таять сосулечки на крышах уже, и мы все радостные такие, хотим все больше и больше гулять на улице. Поэтому я думаю, что скоро наступит лето, мы будем еще счастливее. А настоящей весны нам ждать еще пару месяцев. Ну что, давай тоже мини-выступление. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей волей меня презрением наказать, но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Ну, не очень театрально получилось, но я старалась. Слушайте, ну, действительно, я думаю, телезрители удивлены, почему, да, у нас поэзия в эфире. Но это мы так вам намекаем, что чуть более 190 лет назад, в 1833 году, в этот день вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Ну а что еще интересного произошло 20 марта, давайте узнаем прямо сейчас. На календаре 20 марта сегодня День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья, Навруз, День французского языка. По народному календарю Павел Капельник. На Руси считалось, что с Павла весна идет. Впрочем, холод еще
чувствовался. Это день в истории. В 1535 году в России проведена первая централизованная денежная реформа. 1792. Национальная ассамблея Франции одобрила применение гильотины. 1930. День рождения Московского авиационного института. 1933. Начались испытания самой большой в мире радиовещательной станции имени Коминтерна. 1992. Установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда». В этот день родились Генрик Ибсен, норвежский драматург, поэт и публицист. Святослав Рихтер, советский и российский пианист, народный артист СССР. Ирина Антонова, советский и российский искусствовед, академик, заслуженный деятель искусств РСФСР. Александр Морозов, советский и российский композитор-песенник, эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Екатерина Стриженова, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Именины отмечают Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай и Павел. Ну, после таких стихов пробивает на философию. Скажи, вот что для тебя счастье? Слушай, ну, надо сказать, что, в принципе, счастье, оно может быть таким разным, да? Я вот себя ловлю на мысли, что даже вот сейчас появились солнечные, яркие дни весенние, и прям идешь и нарадоваться не можешь. Ну, прекрасно, когда для счастья нужно Немного, да, просто солнечный свет. Кстати, сегодня Международный день счастья. Я вас с этим поздравляю и желаю, чтобы вы были как можно счастливее. Как выяснили исследователи, счастье зависит на 50% от генов, на 10% от окружающей, прошу прощения, и на 40% от наших мыслей. Так что думайте о счастье. А еще, да, счастье — это биохимические процессы, связанные с гормонами. Можно ли ими управлять и что делает счастливыми якутян, узнавала Туяра Филиппова. Интересно. Согласитесь, для каждого счастье оно свое. Когда день рождения, там праздники. Счастье — это когда у тебя полноценная семья, у тебя все хорошо, дети, обуты, сыты, и образование даешь. Счастье — это здоровье человека. Для меня это семья. Ну, выходные. Благополучие семейное. То, что любишь. Дети, мир. Дети, внуки. Вот это, наверное, счастье. Это когда тебе всего достаточно. Это то, что доставляет тебе удовольствие, наверное. С этим разобрались. А зависит ли счастье от места, где находится человек? Дом. Это, наверное, где ты родился. Родной город. Это, конечно, родина. Это мой дом. Здесь. Около родных своих. А если счастье – это время года? Май месяц. Весной. Прожили зиму. Все благополучно. Ну, я родилась зимой, но зимой тоже счастье. Это весна, когда надежда на все процветание, природа оживляется. Весна. Весной. И тепло, и холодно. Летом. Потому что летом жарко, хорошо. А интересно, можно ли управлять счастьем? Обратимся к психологу. Вот говорят, есть гормоны счастья. За что они отвечают и можно ли их тренировать, если так можно выразиться? Есть даже их 4, да, самые популярные: дофамин, серотонин, эндорфины, целая группа, да, условно говоря, эндорфины и что еще был? Окситоцин. Вот, например, дофамин, да? Дофамин люди ведь иногда, когда боятся, что у них что-то не получится, подменяют реальное действие каким-то, например, просмотром вот этих шортсов, видео коротких, да? Растрачивают свои дофамины. Вот в моменты, когда нужно что-то сделать, доделать, когда какое-то дело ответственное впереди, например, лучше этим не заниматься, а лучше потратить дофамин на реальный поступок, да? Чтобы дофаминовую машину наладить, нужно вот со страхами позаниматься. А серотонин, когда хорошо работает, мы его вообще не замечаем. Мы чувствуем же себя просто хорошо. Вот когда его нет, да, когда его маловато, и нам плохо, просто... Мы чувствуем. Да, мы это чувствуем, когда в командировке приехал, или, в общем, потерялся, нашелся, да, вот эта нормальная жизнь наладилась, возвращается серотонин. И вот это возвращение хорошего самочувствия, люди же говорят, счастье прямо, да. Вот, оказывается, много не надо. Да? Достаточно, чтобы базовые потребности были удовлетворены.
Фантазируем дальше. А что, если счастье – это еда? Морские всякие, рыба, можно сказать. Жареная картошка. Домашняя еда. Фрукты. Борщ, салаты. Еда, нет, еда у меня с счастьем не ассоциируется. Наверное, пицца. Люблю суп. Пойти на кухню, там вкусняшек поесть. О, это харта, это печень жеребячая, это кёрчак. Да, домашняя еда, мамина или бабушка. Вот так. Оказалось, что якутяне, как, впрочем, большинство людей на Земле, чувствуют себя счастливыми дома, в окружении родных. Но больше всего любят весну и лето. А настроение поднимают не сладости, а натуральная, местная, желательно домашняя еда. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Якутск. Ну, пожалуй, с этим выводом не поспоришь, потому что даже сам аромат дома, помнишь, когда заходишь к бабушке домой и пахнет пирожками или чем-то таким вкусненьким, именно здоровым вкусненьким, да, правда, настроение улучшается. Это не какая-то там шоколадка, а что-то такое теплое, родное. Такое неосязаемое, да. Да, и хочется вернуться. Ну и, конечно, я думаю, что у каждого свои ароматы, которые пробуждают в вас различные воспоминания. Ну и в целом мы в следующем сюжете хотели бы поговорить о том, бывают ли мужские ароматы, женские ароматы или же они... Или вообще это все общее, и главное, чтобы оно вам нравилось. Да, давайте посмотрим. Доброе утро! И сегодня в нашей рубрике «Ароматы утра» мы с вами поговорим о том, почему разделение парфюмерии на мужскую и женскую – это устаревший стереотип. Вообще в парфюмерии очень много пересечений с музыкой. У нас здесь есть и ноты, и композиция, и гармония. И мы ведь не делим музыку на мужскую и женскую. И этот подход будет правильным и в парфюмерии. Что нам вообще обычно говорит о том, что аромат для женщин или для мужчин? В первую очередь это надпись на флаконе. Для нее или для него. Но если вы проведете эксперимент и дадите кому-нибудь послушать аромат, завязав ему глаза, чтобы он не видел флакон, его дизайн или надписи, не всегда человек определит, вообще мужской это аромат, женский, что там в составе. Это первое. Давайте как пример приведем один такой популярный аромат, я думаю, многие его знают. И на этих флакончиках вы не найдете даже надписи, что это аромат для женщин или для мужчин, потому что это самый рациональный подход. И, конечно, хотелось бы сказать, что аромат всегда вступает в реакцию с химией вашего тела. И всем известно, что женщины и мужчины, в принципе, пахнут по-разному, поэтому и ароматы будут раскрываться более мужественно на мужчинах и более женственно на женщинах. Поэтому расширяйте свой альфакторный опыт и слушайте разные ароматы: женские, мужские, унисекс. И если вам в магазине предлагают послушать какой-то аромат, который не принадлежит вашему гендеру, не отказывайтесь и просто попробуйте. Это хороший вариант, потому что иногда вот последнее время, особенно такие ароматы свежести мужские, они очень даже ничего, я с удовольствием попользовалась. Ну, в целом, да, как говорится, главное, чтобы тебе нравилось и не вызывало это каких-то негативных эмоций. Да, но мне кажется, ароматы на человеке это очень интересно, особенно когда они такие ненавязчивые, потому что бывает переизбыток духов, и когда шлейф это уже не шлейф, а что-то такое, какая-то газовая атака, и ты думаешь, боже, вкусно, зачем конечно. Я зашел с этим человеком в лифт, да? Да, или в автобус, еще хуже. Но вот аромат в доме это уже важно. Вот в последнее время стала попадать в офисы, там это более распространено, когда стоит какой-то диффузор, и ты чувствуешь такой приятный аромат свежести или приятный аромат леса, да, и какое-то настроение улучшается. Ну, это часто бывает в салонах каких-нибудь там массажных и так далее, настраивает тебя на определенный лад. И мне кажется, такое создать в доме очень полезно. Да, и прямо сейчас, друзья, мы расскажем, поговорим немного на эту тему в нашей следующей рубрике. Доброе утро, меня зовут Люба Платонова, я стилист и персональный шопер. Сегодня мы поговорим на очень интересную тему – ароматы для дома. Какие виды бывают, как ими правильно пользоваться, ну и что лучше подобрать на эту весну. Самый популярный вид аромата для дома – это, конечно же, диффузоры. Диффузоры могут быть в разных интересных, каких-то интерьерных решениях, потому что вы подбираете все для вашего дома. Ну и, конечно же, самое главное – аромат. Как правильно пользоваться диффузором? Ставить его нужно на уровне груди, в районе, ни снизу, ни сверху, иначе аромат будет раскрываться не полностью. И обязательно ставьте там, где вы проходите, создается движение воздуха и потока. Еще одна фишка – это количество палочек. Для чего оно нужно? Бывает, что мы ставим
ставим либо все, либо только одну, и это неправильно. Нужно ставить их несколько штучек для того, чтобы аромат раскрывался постепенно. Самая золотая середина – это 3-4 палочки, как мне говорили профессионалы. Ну а если вам нужно, чтобы в помещении сразу задалось особое настроение, то на помощь придут интерьерные духи. Во-первых, выглядят они невероятно красиво. Выбрать можно абсолютно любой флакон, что-нибудь в винтажном стиле, как, например, в этом флаконе, либо в более каких-нибудь классических, спокойных оттенках. И это тоже может стать дополнением к вашему интерьеру. Ну и, конечно же, буквально 1-2 впрыска, и сразу появится особый аромат в любом помещении. Кстати, их можно и распрыскивать на текстиль, на подушки, на одеяло, чтобы уснуть в каком-то особом настроении. Иногда стоит задача избавиться от неприятных запахов, ну, например, сварили суп из потрохов. Это, конечно, вкусно, но в помещении пахнет недостаточно приятно. И на этот случай есть аромалампы. Во-первых, кстати, выглядят они как дополнение, опять же, вашего интерьера. Вы можете выбрать абсолютно любой флакон. И при этом аромалампа за счет своего горения, буквально нужно 2-3 минутки, устраняет, всасывает все неприятные запахи и потом уже ароматизирует пространство. Такое вот экспресс-решение для каких-то особых случаев. Неважно, какой способ ароматизации вы выберете, главное, чтобы ваш аромат подчеркивал стиль и характер вас и вашего дома. С вами была Люба Платонова. Будьте стильными! Весна! Китайские жители и российские соотечественники в пятницу вместе отпраздновали в Пекине традиционный русский праздник – Масленицу. Масштабное культурно-развлекательное мероприятие «Проводы русской зимы в Китае» открылось в Пекинском выставочном центре. В ходе праздника были организованы фуршет с традиционными русскими блюдами и концерты народных ансамблей. Давайте посмотрим, как это было. Артисты в ярких костюмах поют традиционные песни и танцуют. Не обошлось и без одного из символов культуры России – матрешки. Мне, как обывателю, очень нравится это событие. Люди из разных стран объединились без всяких предрассудков и просто наслаждались духом народного праздника. Студентка по обмену из Малайзии Чин отметила колорит музыки и танцев. Наиболее интересно, мне кажется, то, что музыка и танцы выглядят очень ярко. Мне открылось много нового о блинах и их приготовлении. К тому же блины очень вкусные. Я также взволнована и погружаюсь в эту счастливую атмосферу, что, пожалуй, станет для меня очень особенным и запоминающимся опытом. В свою очередь, российская студентка по обмену Алена Калмыкова подчеркнула, что была вдохновлена активным участием китайцев в празднике. На самом деле, на это мероприятие мне порекомендовал прийти мой китайский друг, который сейчас учится по обмену в Московском государственном институте международных отношений. Он прислал мне новость о том, что будет проходить празднование Масленицы здесь, в Пекине. И я, не задумываясь, пришла сюда, потому что была уверена, что мероприятие будет очень интересно. Такие зажигательные песни, танцы. Я уверена, что всем понравилось. И когда я слушала эти выступления, смотрела на них, я почувствовала, что именно здесь проявляется русская душа, русская культура. Поэтому я, собственно, пробыла здесь до конца и с удовольствием посмотрела все выступления. 17 марта в китайском городе Сиань также прошло празднование Масленицы. Напомним, по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина 2024 и 2025 годы объявлены годами культуры России и Китая. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Заявление о возмещении по вкладам можно будет подать онлайн. Электронное заявление можно будет оформить на сайте Агентства по страхованию вкладов или на портале госуслуг. В первом случае потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись, во втором – пальчики или другие зарегистрированные биометрические данные. При этом документы, удостоверяющие личность физлица, представлять не нужно. Такой федеральный закон вступил в силу 19 марта.
Глава Ленского района вручил орден мужества семье Александра Телепко, погибшего в зоне СВО. Житель поселка Витим Ленского района Александр Телепко был мобилизован в сентябре 2022 года. В зоне СВО служил младшим сержантом в группе разведки, воевал и исполнял свой воинский долг. Он погиб 30 июля в 2023 году при выполнении специальных задач во время наступательных действий на территории Украины. Он проявил отвагу и самоотверженность. В соответствии с указом президента страны Александр награжден орденом мужества посмертно. Глава района выразил глубокое соболезнование детям бойца и всем его близким. Только в начале августа узнали о том, что он погиб. Вот сперва не поверили, потому что у нас уже был родственник, который говорил, что он тоже умер, но в итоге оказалось, что не так. Получается, долгое время не верили, потом, как в Ленск вернулись, похорона начались, вот уже тогда осознали, что все. Я испытываю гордость за своего отца, потому что он долгое время там находился. Только гордость за него чувствую большую очень. В селе Бердигистях стартовал улусный чемпионат инженерных и IT-компетенций среди школьников Горного Улуса. Чемпионат пройдет по 6 направлениям: компьютерная анимация, лазерные технологии, графический дизайн, программирование, управление беспилотными летающими аппаратами и 3D-моделирование. Данный проект стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов. С февраля на базе центра начались учебно-тренировочные сборы по инженерным и IT-компетенциям. По итогам сборов отобраны на участие в чемпионатах по 6 компетенциям 120 детей. Первые соревнования прошли по компьютерной анимации. Всего участвовало 20 детей. Абсолютным чемпионом стала ученица 8 класса Бердигистяхской школы Альмира Михайлова и стала также первым обладателем путевки образовательного тура в Москву. В нашем проекте будут участвовать 120 детей Горного Улуса. По 6 компетенциям будут выявлены победители, и победители будут награждены бесплатной путевкой в культурно-образовательную экскурсию в город Москва. Лучшие якутские мастера ледовых скульптур приняли участие в первом республиканском конкурсе в Вилюйске, посвященный Году семьи в России, Году детства в республике и 390-летию со дня основания города Вилюйска. Оценивали работы участников именитые народные мастера Якутии, победители многих международных конкурсов. В конкурсе приняли участие мастера из Хангаласского, Намского, Нюрбинского, Татинского, Вилюйского улусов и города Якутска. По итогам 2 дней конкурса победителем стал мастер из Нюрбинского района Август Михайлов. Наша скульптура посвящена теме города Вилюйска. Если так сказать, название «На волнах любви». Если по-якутски, то как она звучала? Я все время забыл. То есть мы узнали один рассказ, либо повесть Николая Якутского. И по поводу этого повести уже сделали нашу скульптуру. Там 2 влюбленных были разделены, они потом снова встретились, а река Вилюй благословляет их на любовь. В Доме дружбы народов имени Кулаковского проводится 6-я межрегиональная выставка-ярмарка «Мир Арктики», где будет представлена уникальная современная этнокультура российской Арктики. В течение недели в галерее национальных культур будут проходить презентации работ мастеров. В рамках выставки пройдут и мастер-классы. Также жителей и гостей Якутска приглашают на фотовыставку «Жизнь Арктики» и праздничный концерт народных коллективов арктических районов республики. Закрытие 6-й межрегиональной выставки-ярмарки состоится 24 марта, где объявят имена победителей по итогам конкурсов. Привезла сюда худак по-венски называется, по-русски сундучок для хозяйки Яранги. В этом сундучке она хранила чашки фарфоровые, которые бьющиеся, и украшает орнаментом нашего рода. Данные аппликация, вышивка бисером, а также нательная одежда молодой девушки. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.
Ну а прямо сейчас подводим итоги. Да, итак, у нас был вопрос, кто был самым первым символом международных спортивных игр «Дети Азии». Это мальчик Берген, и правильный ответ нам дала Галина Литвинова. Мы ее поздравляем и вручим. Поздравляем, кружечка отправляется к вам. Ну а сейчас расскажем еще об одной удивительной профессии. Ты, например, знал, что дворники раньше были вместо паспортной службы? То есть нужен загранпаспорт, идешь к дворнику. Да, это было более 100 лет назад. Ну а как дела обстоят сегодня, давайте узнаем прямо сейчас. Сейчас мы находимся на мемориальном сквере имени Александра Рыжикова. И я хочу вас познакомить с действующим дворником Афанасием Семеновичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что ж, я в принципе готова изучать профессию. Можем начинать. Ну, сейчас покажем технологию, что ли, уборки. Для этого нужна вот снеговая лопата. Так, вы подготовили, да, я смотрю, для меня здесь все. Тут есть некоторые секреты. Ну, 2 методики в основном я видел. Сколько работал, но видел 2 методики. Ну, одна такая. Вот берут лопату и идут вот так. Такая методика. По-моему, тут более экономная. Афанасий Семенович, а правильно ли я понимаю, что за каждым дворником закреплен определенный фронт работы? Да, вот, допустим, один человек может пойти вот на сквер Дзержинского. Там он небольшой. Теперь еще вот что. Здесь вот, видите, проходит народная тропа. Вот. Посередине всегда идут люди, ходят. Здесь утоптано. Тогда вот эта лопата не помогает уже. И нужен так называемый скребок. Вот такой. Ну, это вместо скребка у нас это лопата. Ну, сейчас не получится особо, потому что перемерзло. Это вот если мы говорим про зимнее время года, а летом? Летом в основном уборка. Летом как раз мусора много бывает очень. Летом основная загрузка, да, получается? Там дикие пляжи есть здесь, так называемые. Вон, где дамба, там, ну и свои улицы, и вот скверы тоже. И то есть, значит, с утра, да, как начинается рабочий день, идет уборка мусора, в первую очередь. А потом, получается, улицы уже. Да, это летнее время. А если говорить про вот самое нелюбимое, да, и самое сложное в работе, это что? Там мероприятие какое-нибудь, туда позовут, бежишь туда, потом опять куда-то. Это утомительная работа. Ну, это еще и силу нужно иметь. Лопаты тоже тяжелые. У меня с непривычки уже руки устали. Вот так можно. Профессия дворник в царской России являлась очень престижной и высоко оплачивалась. Но и задач у дворника тоже было очень много, помимо основных уборки территорий. Дворник очень тесно сотрудничал с полицией. И в моменты каких-либо обысков, либо еще каких-то ситуаций выступал понятым. Также в обязанности дворника входило следить за порядком, чистотой и охранять, получается, дом и прилегающую к нему территорию. Особое внимание дворники уделяли чердакам. Там жильцы сушили свое белье, а его часто воровали. Также домовладельцы, когда сдавали свои квартиры
в аренду, предположим, да, какому-то человеку, в первую очередь обращались к дворнику для того, чтобы тот собрал информацию и отзывы о человеке. Как вы давно работаете дворником? Ну, здесь лет 10. Уже 10 лет? Да. Ой, ничего себе. Точно не считают, но... Почти закончили. Вы, наверное, знаете уже каждый, да, сантиметр этого сквера. Мы зимой одеваемся как 2-3 свитера, жилет, это валенки с канчами, короче. А теплые куртки вам тоже выдают? Да, да, спецодежда. И прям вот даже в самый мороз вам не холодно, да? Ну, если двигаешься, то терпимо. Афанасий Семенович, спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей передаче. За то, что рассказали все тонкости профессии, осветили и помогли мне, в принципе, разобраться. Спасибо вам большое за то, что вы делаете такое большое дело. Дорогие телезрители, цените и уважайте очень тяжелый труд дворников. Спасибо. Что-то, может быть, хотите сказать? Нет, ничего. Краткая сестра таланта. Да, ну а мы бы хотели, в свою очередь, да, горожан призвать не мусорить, да, всегда находить. Для этого есть отдельные мусорные баки. Ну и выразить, конечно, благодарность всем нашим работникам, которые обеспечивают наш уют в нашем любимом городе. Также напоминаем, что мы поздравляем победительницу, нашу постоянную подписчицу, телезрительницу Галину Литвинову. Сегодня она выиграла нашу кружечку от игр «Дети Азии». Ну а завтра, да, мы разыгрываем шопер, и вы обязательно можете стать победителем. Ну, а мы вам желаем всего самого наилучшего. Увидимся с вами уже завтра в это же время на наших телеканалах. Начинайте утро вместе с нами.